Климент Егорович, добрый день. Я очень рад вас видеть накануне Дня государственности Республики Саха-Якутия. Ну и накануне вашей юбилейной даты, 10 ноября, вам исполнится ровно 85 лет. И сегодня я, как профессор юридического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, заинтересован в общении с вами, поскольку я представляю, что вы человек, который является образцом для подражания. Но вот завтра у нас День государственности. У нас вообще в Республике Саха-Якутия два праздника. 27 апреля мы отмечаем День Республики. В следующем году, в 2022 году, мы вместе с вами будем отмечать столетие Якутской Республики. Ну и, конечно же, это связано с декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики об образовании Якутской Автономной Советской Социалистической Республики. Во-вторых, эта дата связана с тем, что ровно через 70 лет вы, Климент Егорович, подписали новую Конституцию Республики Саха-Якутия, которая вступила в действие именно в день 70-летия Якутской АСР. Это очень значимые даты. Во-вторых, мы 27 сентября отмечаем вместе с вами День государственности. На мой взгляд, День государственности, он связан с образованием Второй Республики. Вот с этой точки зрения я считаю, что отцами Первой Республики у нас является Аюнский Платон Алексеевич, Амосов Максим Кирович, Барахов Исидор, Степан Аржаков, их соратники. Да? А отцами Второй Республики я считаю первого нашего президента Михаила Ефимовича Николаева, вашего соратника, а также Климента Егоровича Иванова, председателя Верховного Совета Республики 12-го созыва, и Миронова Дмитрия Николаевича, который, начиная с 1992 года, в течение 22 лет возглавлял Конституционный суд Республики. И, конечно же, сегодня, общаясь с вами, я бы хотел сделать некий такой экскурс по судьбе человека. Судьба человека – это действительно у каждого своя жизнь. И это отдельный космос, который подвержен определенным исследованиям. Я уверен в том, что ваша деятельность будет исследована очень детально. Но вот накануне Дня государственности я бы хотел, чтобы вы поздравили якутян с этой датой и немного рассказали, что для вас Вторая Республика, что для вас Якутская АСР, которая была образована вот усилиями Максима Амосова, Платона Юнского, Степана Аржакова, Исидора Барахова, их соратников. Пожалуйста, Климент Ильич. Спасибо. Прежде всего, я всех якутян и всех тех, которые сегодня слушают и видят нас, сердечно поздравить с Днем государственности. Это очень значимый праздник для всех, для нас. И мы, старшее поколение якутян, являемся не только свидетелями, но и в какой-то степени участниками становления Второй Республики или Новой Якутии. И мы этим в какой-то мере, конечно же, очень удовлетворены и гордимся, можно сказать. Но вы прекрасно знаете, что со дня установления первой государственности прошло уже, как вы заметили, 99 лет, а со дня принятия первой Конституции Республики Саха-Якутия, Республики ЯССР, проходит уже 97 год. И недалек день, когда мы очень торжественно будем отмечать столетие этих важнейших событий. Мы высоко ценим, чтим и преклоняемся перед светлой памятью славных сыновей нашей республики, перед Максимом Кировичем Амосовым, Платоном Алексеевичем Аюнским
и Сидором Николаевичем Бараховым, которые проявили мудрость в свое время, героическое усилие для установления государственности и развития нашей республики. Мы очень ценим, высоко ценим их заслуги и преклоняемся перед их светлой памятью. Так, дальше, значит, а сегодня все-таки время идет, и мы сегодня живем уже в 21 веке, мы живем сегодня в своей любимой республике и с другим государственным статусом, так, руководствует другой конституцией. Это уже факт. Но дело другое, мы должны дать должное значение героическим подвигам своих предшественников, не только чтить их память, но учиться их мудрости, стойкости, преданности к миссии служить своему народу. И не случайно первый президент республики Михаил Ильич Николаев в трудные годы, в начале 90-х годов, приложил немало усилий для увековечения памяти основателей республики и добился издания указа президента России Бориса Николаевича Ельцина о восстановлении справедливости в отношении репрессированных в 20-30-е годы представителей якутского народа. И с тех пор идет восстановление добрых имен наших героев. И мы сегодня видим, что, значит, их именами создаются музеи, есть улицы, памятники. То есть мы преклоняемся на самом деле не на словах, а на деле преклоняемся перед светлой памятью наших выдающихся представителей. Ну, что касается нового времени, то, конечно, как вы говорили, 31 год тому назад была принята Декларация о государственном суверенитете, а 29 лет тому назад принята новая Конституция. Принятие этих документов, конечно же, как вы тоже отметили, дают нам основание, что мы с того времени строим и начали строить и продолжаем строить демократическую республику с правовым государством и с гражданским обществом. Это совершенно другой тип государственности. И поэтому вы совершенно верны, правильно говорите, что это практически можно назвать Пятой республикой, Второй республикой. Я ссылаюсь на опыт других государств. Вот, допустим, Францию возьмите. Франция сегодня живет законами Пятой республики. Пятая республика. Почему? Потому что каждый период коренных, существенных, исторических, эпохальных изменений Франция, значит, называет, значит, республикой. Поэтому вот сегодня Франция живет законами Пятой республики. А мы, если принять их опыт, то, конечно же, живем, руководствуемся правилами именно Второй республики. Я совершенно согласен с вами. Ну, я знаю, что народ осведомлен, в курсе дела, что принятие Декларации о государственном суверенитете, конечно, это дало нам возможность перестроить, корни перестроить общественный строй, корни перестроить экономику, социально-культурное развитие нашей республики. И мы, значит, это сделали под руководством председателя Верховного Совета 12-го созыва, а впоследствии первым президентом Михаилом Ефимовичем Николаевым. Он является нашим лидером, значит, в становлении вот именно Второй республики Новой Якутии. Вот вкратце так. Да, совершенно верно. Вот я во многих своих публикациях, докладах на различных научно-практических конференциях, в том числе всероссийского уровня, всегда говорю о том, что я не согласен с тем утверждением, что некоторые
будем говорить, такие аналитики, эксперты в кавычках говорят, что декларация о государственном суверенитете Якутской ССР был неким таким сепаратистским документом. На самом деле вы сами свидетель, что мы декларацию о государственном суверенитете республики приняли именно для поддержки декларации о государственном суверенитете России, которая была принята Первым съездом народных депутатов России во главе с Борисом Николаевичем Ельциным. И утверждая это, я бы хотел спросить у вас следующее. Я вот, будучи помощником председателя Верховного Совета 12-го созыва Михаила Ефимовича Николаева, вместе с вами работал с вами в качестве руководителя администрации президента республики. А вы были как раз призваны под знамена в 90-м году, когда Михаил Ефимович предложил вашу кандидатуру наряду с другими кандидатурами. Это были альтернативные выборы, в которых принимали участие несколько кандидатов. И вы выиграли эти альтернативные выборы и стали председателем Совета министров Якутской республики. Вот, пожалуйста, вспомните этот период, потому что это был сложнейший период, когда, будем говорить, из плановой экономики надо было нашу экономику республики на рыночные рельсы перелаживать. Вот с этой точки зрения, с какими трудностями вам пришлось столкнуться и что вы могли бы выделить именно в вашей работе в качестве председателя Совета министров? Пожалуйста. Так, значит, конечно, в моей судьбе сыграла огромную роль занять позицию одного из соратников Михаила Ефимовича Николаева, сыграла, значит, то, что я в 1989 году был избран депутатом Верховного Совета СССР и, значит, работал там на освобожденных началах. И вы знаете, в каких условиях работал Верховный Совет СССР тогда. Период перестройки, период, когда Михаил Сергеевич Горбачев хотел провести какие-то реформы и повернуть страну по новому пути развития. Но оно у него не совсем удалось, как вы знаете. Так, Верховный Совет СССР, значит, в то время занял исключительно такую очень мощную альтернативное направление, чем направление КПСС в то время, Политбюро КПСС. И в кулуарах Верховного Совета шли дискуссии, а с трибун Верховного Совета звучали очень острые критики деятельности Политбюро, значит, устава КПСС и так далее. Мы все это дело слышали. Конечно, было первое время очень трудно все это дело воспринимать. Мы же ведь все-таки воспитывались в советское время, работали в партийных органах. И нам было очень тяжело, трудно все это дело слышать с уст депутатов Верховного Совета СССР. Но потом все-таки вот на улицах шли мощные демонстрации, митинги. Все это проходило, значит, при нас. Мы все это видели, наблюдали. И в сердце уже возникала какая-то тревожность за судьбу нашей страны. И тогда многие депутаты Верховного Совета задумывались над тем, какую позицию занимать в этой трудной ситуации. Были два направления, основные политические направления в составе Верховного Совета СССР. Это чисто региональные во главе Сахарова, сугубо противоположной линии коммунистической партии. Так, и второе направление, так называемый Союз, которое, хотя в какой-то мере критиковала сегодняшнюю политику коммунистической партии, но однако четко и твердо стояли на почве сохранения Союза СССР.
Так, как раз я находился в составе вот этой группы. Но на меня все-таки возымело огромное значение вот именно этот отрезок моей деятельности. И в 90-м году, когда происходило по стране вот это очень серьезное общественное движение за перемены в обществе, Михаил Ильич Николаев, тогда председатель Верховного Совета Республики, предложил мне участвовать значит, на сессии Верховного Совета Республики, значит, когда будут они решать, вот, выбирать председателя правительства на альтернативной основе. Он тогда предупредил, это не то время сегодня. Тебя не будем назначать сразу, сходу, а ты пройдешь через горнило выбора депутатов. И имея это в виду, он меня предупредил. Но я согласился, и сессия состоялась в конце декабря 90-го года. И вот видели, с трудом, но тем не менее, значит, меня избрали председателем правительства. Это 12-я сессия Верховного Совета 12-го созыва. Вот таким образом я стал председателем. Было очень трудное время, исключительно трудное время. Вы, наверное, знаете, что в 90-е годы по статистическим данным 90-е годы, в 90-м и 91-м годах, значит, в результате вот всяких этих изменений, там, перестройки и так далее, у нас жизненный уровень населения страны Советского Союза упал в 3 раза. Вот, везде и всюду не хватало и продуктов питания, и материально-технических ресурсов. Заработная плата, значит, задерживалась исключительно так целыми месяцами. Вот. В такой ситуации вот я начал работу вот, на должность председателя правительства. Было очень тяжело. Было очень тяжело. Но мы выкарабкались. В этом, конечно, огромную роль имеет правильная политика Михаила Ильича Николаева и в целом Верховного Совета 12-го созыва. Они в то время приняли вот эту декларацию о государственном суверенитете. После этого принимали ряд важнейших законов, в том числе о статусе Республики Саха-Якутия, который объявлял, значит, собственностью республики природные ресурсы, так, и верховенство закона и Республики Саха-Якутия над другими законами. Так, и потом, значит, принято было в начале 91-го года закон о собственности. Так, все это дало все-таки какую-то возможность начать по-новому совершенно и реализовать декларацию о государственном суверенитете, переходить постепенно на экономическую самостоятельность. В этом огромную роль, конечно, играет твердая позиция, мудрость нашего первого президента. Он имел исключительно деловые тесные взаимоотношения с руководством Российской Федерации, в частности, президентом Ельциным, ну и председателем правительства, министрами. Многие вопросы он сумел доказывать, обговаривать. Вот таким образом мы постепенно и с трудом переходили на принцип самофинансирования. Все это нам дало возможность все-таки с трудом выйти из этой труднейшей ситуации. Да, совершенно верно. Вот в период, когда Михаил Ефимович Николаев 20 декабря 1991 года был избран первым президентом республики, опять же на альтернативной основе, в борьбе с Иваном Даниловичем Черовым, который был альтернативной кандидатурой. И я помню, у него на должность вице-президента баллотировался Виктор Шемчук, который был тогда министром торговли. А у Михаила Ефимовича Николаева вице-президентом шел Вячеслав Анатольевич Штыров. Вот. И, конечно же,
в результате такой избирательной кампании якутяне избрали своего первого президента. Ну и после избрания первого президента на политическом поле республики произошли очень большие кардинальные изменения. Ну, в том числе, значит, Вячеславу Анатольевичу Штырову президент поручил вести работу правительства, координировать работу правительства. Была образована администрация президента Республики Саха-Якутия, и я помню, мы разрабатывали положение об администрации президента, поскольку данный аппарат обеспечивал деятельность первого президента. Ну и в этот самый период президент республики выдвинул вашу кандидатуру на должность председателя Верховного Совета Республики 12-го созыва. Именно вашу бытность председателем Верховного Совета была разработана большая кропотливая работа по проекту Конституции Республики Саха-Якутия, по которой мы сегодня живем. Пожалуйста, вспомните ваши годы работы в качестве председателя Верховного Совета Республики 12-го созыва. Да, это тоже был очень ответственный период. Надо было продолжать линию, которую начал и очень успешно провел Михаил Ильич Николаев. Ну, в то время, конечно, Верховный Совет 12-го созыва, значит, депутаты были очень активные, очень высококвалифицированные, потому что они избраны были на альтернативной основе, впервые в истории республики. Поэтому избраны были лучшие из лучших. Там были экономисты, и юристы, и крупные руководители предприятий и так далее. Но, конечно, разброс мнений политических взглядов был огромный. Так, ну, коммунисты были, значит, были и с другим взглядом депутаты. Однако фракций тогда не было. Были, значит, можно было бы, значит, группы там, во всяком случае. И работать было не так уж просто. Сложно было там провести закон и так далее. Но хотя бы, значит, можно было бы вам как пример привести о том, что нам при всем старании мы не смогли провести очень важный в то время закон о земле. Так, обсуждали несколько дней, очень кропотливо, но все-таки мы не смогли убедить большинство депутатов Верховного Совета вот принять вот этот закон. Однако Верховный Совет принял в то время и огромнейшие, очень исключительно важные документы. 12-й созыв всего принял 100 законов, которые определяли судьбу нашей республики. Я уже говорил несколько законов, в том числе вот закон о собственности, закон о полномочиях Республики Саха-Якутия и так далее. Значит, я должен сказать, что самый главный вопрос, конечно же, это Конституция Республики Саха-Якутия. Подготовка принятия этой Конституции шла почти, значит, больше года. Комиссия работала очень серьезно, 59 членов этой комиссии. Комиссию возглавлял Николаев Михаил Ефимович. Были лучшие юристы нашей республики, даже и не депутаты, но опытнейшие люди, такие как Федоров Михаил Михайлович, там в этой комиссии работал. Значит, разработали вот эту Конституцию, потом шло обсуждение, очень широкое обсуждение среди населения. В этом приняли участие и депутаты, и актив. И после всего этого, значит, в апреле 1992 года, значит, почти на год раньше, чем Конституция Российской Федерации, в числе первых из республик Российской Федерации, мы приняли вот эту Конституцию. Вот, Конституция, конечно, определяла дальнейший курс развития нашей республики.
Так, Конституция дала возможность нам перестроить государственный строй, государственное управление. Были созданы самостоятельно исполнительный орган, законодательный орган, судебный орган. Впоследствии был учрежден должность президента Республики Саха-Якутия. Ну, в общем, и Конституция дала возможность постепенному переходу на рыночные взаимоотношения. Поэтому имел огромную роль принятия этой Конституции, и она действует до сегодняшнего дня. Конечно, есть поправки, связанные, значит, с приведением соответствия с Конституцией Российской Федерации, но основные моменты Конституции действуют до сегодняшнего дня. Да, вот я хотел бы отметить еще то, что вы очень активно вместе с Михаилом Ефимовичем, вот Михаил Ефимович является одним из инициаторов подписания федеративного договора. Также наши специалисты, эксперты работали по разработке нового союзного договора, который, к сожалению, не смогли подписать. И вот вы очень хорошо подметили роль профессора Федорова Михаила Михайловича, да, я могу вспомнить дополнительно и роль Афанасия Петровича Ларионова, да, Егора Михайловича Ларионова, значит, вот тех людей, которые, Петракова Анатолия Дмитриевича, да, которых вы очень знаете, и они были в вашей команде, именно в команде Верховного Совета 12-го созыва. Они депутатами были. Да, и вот с этой точки зрения, вот подписание федеративного договора, в котором вы непосредственно участвовали и подписывали вместе с Михаилом Ефимовичем, вот я считаю, что роль федеративного договора заключается в том, что именно этот документ сохранил единое, неделимое федеративное российское государство. Как вы думаете, роль и значение федеративного договора? Я согласен с вами. Федеративный договор в свое время имел огромное значение для сохранения единства Российской Федерации, для сплочения регионов в одну сильную структуру. Так, государственный строй, единый государственный строй. Скажу, что, конечно, подготовка федеративного договора шла в непростой обстановке. Были и противники, или, значит, были и, значит, другого мнения, другого направления, там, с несколько другим содержанием. Но Михаил, как вы правильно заметили, Михаил Ефимович Николаев в этом вопросе разделил точку зрения президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина. И он как бы выступил одним из объединяющих мнения регионов Российской Федерации, особенно республик. Но Татарстан имел несколько другое мнение. Он, значит, в целом-то согласился с содержанием этого, значит, договора, но у него были некоторые, значит, рассуждения по-своему рассуждения. Поэтому они прямо под текстом не поставили подпись, но однако подписали другой документ, практически одобряющий федеративный договор. Поэтому вот я считаю, что мы приняли активное участие. Я в своих воспоминаниях об этом более подробно написал. Так, ну, я думаю, что федеративный договор дал нам возможность в дальнейшем повысить наш статус республики, повысить полномочия. И этот федеративный договор нам дал возможность в 1995 году усердно подготовить и подписать договор о, значит, разделении полномочий между центром и Республикой Саха-Якутия. Поэтому я придаю этому документу огромное значение. А что касается союзного договора, мы тоже приняли активное участие, но несколько, значит, иного направления было у руководителей автономных республик. Тогда автономные республики были.
большинство республик отказались от слова автономная. И все настаивали на статус республики в составе Союза СССР. И настаивали на равнозначную подпись, значит, над этим договором наравне с руководителями союзных республик. Это была наша очень твердая позиция. В этом направлении Михаил Фиш очень активную работу провел и с Горбачевым, и с руководством союзных республик, ну а также у них было единое мнение с президентом Российской Федерации. И мы серьезно относились к этому договору, подписали и немедленно начали его реализовать. Я уже говорил, одним из документов, которые дали нам возможность, это договор о разграничении полномочий между центром и республикой. Климент Егорович, но я хотел бы напомнить вам и о том, что благодаря вашим совместным усилиям, совместно с Михаилом Ефимовичем Николаевым, Республика Саха-Якутия была единственным субъектом Российской Федерации, которая в день подписания федеративного договора подписала еще соглашение по экономическим вопросам. В последующем ноябре 1992 года было подписано соглашение о разграничении собственности. На мой взгляд, вот два соглашения, они имеют фундаментальное значение для пополнения бюджета республики, для перспектив развития экономики. Пожалуйста, вот ваше мнение, в каких условиях вот прорабатывалась подготовка данного соглашения и в последующем значение данного соглашения для развития Республики Саха-Якутия, потому что эти соглашения имели долгоиграющую основу. Да, я тоже согласен с таким мнением. Вот это соглашение, экономическое соглашение, было подписано, как вы правильно заметили, в 1992 году, 31 марта, в день подписания федеративного марта 1992 года. Но однако для подписания вот этого договора, для подготовки этого договора шло огромное время, большое время. И наше правительство усердно почти полгода работали с правительством Российской Федерации, с министерством и ведомством, убедили их, получили согласие. И все-таки нам удалось в марте 1991 года подписать это огромнейшего значения соглашение, экономическое соглашение. Оно впоследствии стало как бы главным условием для перехода на самофинансирование. Так, дало возможность осуществить самостоятельно, значит, многие вопросы культурного, социального развития у себя. Это соглашение дало нам возможность, значит, значительно увеличить долю нашего бюджета, объем нашего бюджета за счет права использования природных ресурсов. Мы, согласно этого соглашения, стали получать почти 50% налогов от всех наших предприятий. Почему? Потому что это объявлено была нашей собственностью. Половина их прибыли оставалась у нас в республике. Это дало огромную, значит, возможность для, значит, развития нашей экономики, увеличения объема нашего бюджета. И еще один такой немаловажный вопрос. У Михаила Ефимовича Николаева одной из главных задач была защита интересов пожилых людей, инвалидов, пенсионеров. Так, и был у нас одним из первых по Российской Федерации был создан пенсионный фонд. Так. После вот этого соглашения все поступления в пенсионный фонд происходили у нас в республике. А потом только мы отправляли долю Российской Федерации, значит, центральный бюджет. Вот одноканальный был
значит, было одноканальное движение вот этого пенсионного налога. А сегодня двухканальное. Почему? Потому что все налоги, касающиеся пенсионного обеспечения, идут в центр. А с центра, значит, нам дают вот то, что надо для пенсионеров. Вот поэтому Да, вы правильно говорите. нам в то время... Вы правильно говорите, у нас, когда был самостоятельный департамент пенсионной службы, который вначале возглавил Власов Василий Михайлович, потом Бурнашов Роберт Андреевич, у нас был огромный профицит. И мы могли действительно, как вы говорите, помочь нашим пенсионерам помимо основной пенсии еще доплачивать по разным моментам. Поэтому это действительно. А то, что вы говорите, вот то, что у нас была своя доля по алмазам, по золоту, да, это же за счет маржи мы могли там очень серьезные социальные проекты реализовывать, да, в Республике Саха-Якутия, как строительство медицинского центра, да, как строительство важных социальных объектов, тот же спорткомплекс 50 лет Победы, новые корпусы для Якутского государственного университета и так далее. Поэтому, конечно, вам большое спасибо, Климент Егорович. Все эти вопросы да. социально-культурного развития мы решали на месте. Здесь. Да, не выезжая никуда, ни в Москву, никуда. Решали здесь. Да. Вот это дало нам возможность, значит, очень мощно с самого начала развивать вот именно социально-культурную отрасль в республике. И учебу, образовательную часть. Вы знаете, значит, какая работа была проведена по подготовке кадров. Значит, открыты были новые учебные заведения, в разы были увеличены количество студентов, обучающихся в нашей республике, в разы были увеличены количество студентов, специально направляемых в центральные вузы, в зарубежные высшие учебные заведения. Это была проведена там огромная работа. Мало кто сегодня об этом говорит. Но это был прорыв подготовки будущих кадров, строителей новой Якутии. Я вот согласен с вами, потому что Матвей Васильевич Мучин, которого президент определил руководителем департамента подготовки и расстановки кадров, вот именно из депутатского корпуса 12-го созыва. Он был депутатом. Да, вот из депутатов было много блестящих людей. В том числе вот Василий Гаврилович Алексеев, первый министр экологии республики, да, человек, который обладал мощными знаниями и создал такую очень хорошую, эффективную структуру по охране природы в республике Саха-Якутия, когда вот организовывались особо охраняемые природные парки и так далее. Поэтому вот если говорить о деятельности Верховного Совета Республики 12-го созыва, то тут можно говорить очень много-долго, да. Но, конечно же, произошли известные события октября 93-го года, когда был расстрел Белого дома, и это, конечно же, очень так негативно повлияло на деятельность законодательных органов в субъектах Российской Федерации, но не стало исключением и наша республика. Что вы могли бы прокомментировать по этому поводу? Какие вы тяжелые моменты в своей жизни пережили тогда? И как это вот, какими мыслями, какими принципами вы руководствовались? Если бы вы заняли, может быть, отдельную позицию, может быть, нам не удалось бы сформировать Государственное собрание Илтумен первого созыва в режиме двухпалатного парламента. Пожалуйста. Да, вот некоторые наши тогдашние оппозиционеры, недоброжелатели, и сегодня продолжают утверждать, что самороспуск Верховного Совета 12-го созыва – это предательство интересов людей и так далее. Ерунду говорят. Это был очень осознанный, мудрый и правильный ход самих депутатов 12-го созыва Верховного Совета. Никто их не заставлял. Они подумали как следует, правильно оценили политическую ситуацию, правильно видели перспективу развития парламентаризма у нас. Так, не хотели, чтобы
парламентаризм у нас где-то угас, где-то дан сбой и так далее. Вот поэтому, посоветовавшись, решили принять постановление о самороспуске и при этом утвердили концепцию развития нового парламента. Определили сроки проведения выборов через 2 месяца после распуска. Так, и объявили, и самое главное, объявили себя 12 созыв, как Государственное собрание инструмент, как продолжатель, как значит, Правопреемник. да, как преемник 12-го созыва Верховного Совета. Вот это надо знать. Поэтому это очень прогрессивное, правильное было решение Верховного Совета. И поэтому благодаря этому действительно у нас никаких срывов в развитии парламентаризма, в развитии законодательства у нас не происходило. Наоборот, обрело новый облик. Темпы усилились. Принятие законов и так далее. Вот так. Но я вот хотел бы спросить вас также о том, что именно вашу бытность вы вместе с Михаилом Ефимовичем провели большую работу по участию республики в разработке проекта новой Конституции Российской Федерации, который был принят общенародным референдумом 12 декабря 1993 года. Пожалуйста, расскажите о том сложном периоде и благодаря вот инициативе Республики Саха-Якутия во множестве своем была принята данная конституция, и наши эксперты, участники этого процесса внесли очень много важного, нужного в текст конституции. Вот что вы могли бы подчеркнуть в этой связи? Да, мы, наши депутаты, Верховный Совет и, первый президент республики приняли самое активное участие и в разработке, и в принятии новой Конституции Российской Федерации. Михаил Ефимович Николаев был членом Конституционного Совета, который был, во главе которого стоял Борис Николаевич Ельцин. Комиссия работала очень активно. Так, по-моему, где-то свыше 10 заседаний они проводили. Заседания проводились очень активно, проходили. Там Николай Михайлович и другие наши представители, которые участвовали в том заседании, самое активное участие приняли. И все заседания Конституционной комиссии, были, стенограмма была, и сегодня выпущен сборник этих стенограмм в 12 томах. Там можно было четко посмотреть то, как выступил. Там очень серьезные, очень интересные деловые выступления Михаила Ефимовича Николаева имеются. Ну и там я принимал несколько раз участие. Ларионов, как член рабочей комиссии, там выступал. Дальше депутаты Верховного Совета, Корнилова, Кривошапкин, Бубякин тоже принимали активное участие, выступали на сессиях Верховного Совета. И самое главное, вы, наверное, знаете, в непростой обстановке было обсуждение и составление вот этой проекта Конституции. 2 комиссии. Первую комиссию возглавлял Румянцев, но многие были не удовлетворены, особенно регионы, в том числе и мы. Вот, Олег Германович Румянцев. Да, Олег Германович. А вторую комиссию возглавлял Шахрай. К нему помог очень серьезно Собчак. Так. И второй проект Конституции, он обсуждался очень широко и прошел. Мы, депутаты Верховного Совета 12-го созыва, я уже говорил, принимали самое активное участие. И не зря. Во время обсуждения этого проекта сами лично руководители рабочих
рабочей комиссии Конституции Верховного Совета РСФСР приезжали в Якутск, встречались с депутатами Верховного Совета, с общественностью. Ну, Румянцев приезжал, вы помните, да? Шахрай приезжал. И это говорит о том, что к нам придавали серьезное значение к нашему мнению, считались нашим мнением. И во-вторых, значит, Верховный Совет принял самое активное участие в этом вопросе. Вот так. Вы совершенно верно отметили, что Республика Саха-Якутия имела огромное влияние на формирование политической повестки в тогдашней России и в развитии, будем говорить, законодательной базы. И с этой точки зрения, конечно же, мы можем вспомнить то, что Борис Николаевич Ельцин приезжал к нам в республику 2 раза. Это в декабре 1990 года, когда был председателем Верховного Совета России, и в качестве президента России приезжал в июне 1993 года. Вот. Также приезжали к нам председатель союзного правительства Валентин Павлов, председатель российского правительства Егор Гайдар и так далее. Вот как вы можете охарактеризовать руководителей того периода, включая Черномырдина Виктора Степановича, с которым вы дружили, очень хорошо поддерживали друг друга. Вот та категория руководителей, какой вклад они внесли в развитие России? В развитие республики Саха-Якутия в том числе. О высоком уровне статуса республики, так, и о широких полномочиях нашей республики в решении собственных вопросов, так, говорит тот факт, о котором вы говорили. Вот к нам приезжали в то время почти все руководители. Так, ну вы говорили, кто такие приезжали, но к этому я могу добавить, что значит, приезжал и Хасбулатов, Руслан Имранович, да. Председатель Верховного Совета Республики Российской Федерации. И Черномырдин приезжал. Ну, не говоря о заместителях председателей, о министрах и так далее. То есть с нами считались, с мнением Республики Саха-Якутия. Уважительно относились. В этом смысле традиция была. Кто бы не приезжал в Якутию, по какому вопросу-то, значит, они приезжали, обязательно начинали дело с города Якутска, центра республики. А вот посмотрите в последнее время. Сечин, значит, зампредседателя, когда он сидел заместителем председателя правительства, и курировал строительство ВС-100, так, приезжал 4 раза в Якутию и ни разу не посещал город Якутск. Останавливался в Ленск, там Мирный и так далее. Это было в середине 2000 года, 2010 года. Вот я считаю это совершенно неправильным, неправомерным. А в то время какой статус имел, как с мнением республики считались, говорит то, о чем мы говорили. Все руководители были у нас. Мяхефиш их встречал очень дружелюбно, очень серьезные разговоры, значит, мы затевали и на уровне правительства, на уровне Верховного Совета. Имел конкретный результат каждый визит. Вот так. Ну вот после принятия Конституции Российской Федерации, конечно же, образовалась новая география новой Российской Федеративной государственности. Да? И с этой точки зрения нужно было очень эффективно работать с федеральным центром. И Михаил Ефимович попросил вас быть постоянным представителем Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации. И вы в этой должности проработали более 6 лет, и вы создавали основы именно для таких взаимоотношений. Вы упомянули договор о разграничении полномочий и предмета ведения между Российской Федерацией и Республикой Саха-Якутия. К нему было присовокуплено еще 15 соглашений по различным сферам жизнедеятельности, по различным отраслям экономики, в том числе по международным и внешнеэкономическим связям.
Вот, пожалуйста, вспомните вы свой период работы в качестве постпреда и что вам удалось сделать, и что вы могли бы выделить в связи с этой работой, что полезного было для республики. Я эстафету принял у Зои Афанасьевны Корниловой. Вообще постоянное представительство – это все время, которое будет отмечать скоро столетие своего создания. И все время имело огромное значение. По-моему, все постоянные представители были очень опытные люди, так подготовленные люди, все они очень прекрасно справлялись со своей задачей. Я мог бы о них очень много говорить, о своих предшественниках, но времени нет. Так, ну, в наше время, конечно же, это совершенно другое. Рыночные отношения, новый государственный строй, новые правительственные структуры, новая политика и так далее. Поэтому надо было с самого начала перестроить всю работу постоянного представительства. Мы это сделаем. Начала Зоя Афанасьевна, а я ее продолжил. Да, и я очень доволен годами работы в постоянном представительстве. Мы там создали очень хороший коллектив, способный, высококвалифицированный коллектив, знающий свое дело. Мы решали многие вопросы. Я же не могу всех перечислить, но главные вот такие. Вы правильно говорили. Это соглашение, подписанное в 1995 году, два соглашения. Одно соглашение между президентами Ельциным и Николаевым. Это концепция взаимоотношений. А конкретику, договор о взаимоотношениях подписали с нашей стороны Кайдышев и с той стороны Черномырдин. И к ним было приложено 15 соглашений с 15 министерствами и ведомствами. Огромный документ. Мы работали больше года для того, чтобы все это дело составить, четко, значит, определить все наши полномочия республиканские, то есть российские и свои республиканские и так далее. Мы это добились, я этим доволен. И из многих еще одно могу заметить. Знаете, что в те годы были очень трудно, значит, с обеспечением материально-техническими ресурсами, финансовыми ресурсами, особенно горюче-смазочным материалом. Все это очень трудно было. Тогда был так называемый фонд завоза на крайний север, особенно нефтепродуктов. К нам доставалось с самого начала 17% от этого общего фонда. Мы не были удовлетворены этим, нам не хватало, потому что наши трудные условия, продолжительность зимы, холод и так далее, это же не одно и то же. Да? И они распределялись под одной методике. Нормативы были равные, что на южном берегу, на северном берегу Черного моря, южном берегу Ледовитого океана. Неправильно. Поэтому мы настояли, чтобы изменены были вот эти нормативы. Мы этого добились. Добились того, чтобы комиссия была создана правительственная, чтобы они приезжали сюда, посмотрели, обговорили с народом, на месте, значит, видели, что это такое, так, и убедились, чтобы норматив надо исправить. Так и случилось. Так, и Евсюков возглавлял эту комиссию, первый замминистра экономики. И это дало нам возможность уже с 1995 года повысить нашу долю в общем фонде завоза на север, значит, до 32%. Почти 2 раза. Видели? Поэтому мы сделали очень важное дело, потому что тогда было вот это очень один из самых нужных вопросов в то время. Вот так.
Да, и я помню, что вы очень много внимания уделяли студенчеству, аспирантам, люди, которые, значит, в Москве, в Санкт-Петербурге и так далее, вот повышали свой образовательный уровень. И, безусловно, я вам благодарен за то, что вы были на защите моей кандидатской диссертации в Российской Да, да. Академии Я не государственной забываю это службы при тоже. президенте Российской Федерации. Я вот всегда об этом рассказываю, что придавало особую значимость моей защите, где, конечно, в диссертационном совете сидели очень известные, именитые, мастистые юристы. И вот я очень рад тому, что значит, руководителем моей диссертации были очень известные люди, в том числе академик Мальцев Геннадий Васильевич. Вот, и вы могли с ними общаться, разговаривать. Ну и, конечно, вот это происходило и в стенах Московского государственного университета, это происходило и в стенах, значит, университета Дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Поэтому вот, конечно, ваша работа была абсолютно многоаспектной, но вы подметили только всю работу в сфере экономики, в сфере политико-правовых отношений, да. Но вот если касаться экономики, вот в последующем, в 99 году вы были назначены президентом нефтегазовой компании «Саханефтегаз». Вот именно в тот период, когда начиналась проработка вот Талаканского месторождения и так далее, мы были вместе с вами народными депутатами республики, значит, в составе палаты республики и, конечно же, отстаивали много интересных вопросов, в том числе по добыче не только алмазов, но и других природных ресурсов, газа, нефти. Вот с этой точки зрения, пожалуйста, вспомните те годы и какой акцент в развитии экономики нужно было придавать. Пожалуйста. Да, я, конечно, годы работы Саханефтегаза вспоминаю очень так двузначно. Во-первых, мы очень серьезно старались. Коллектив был очень высококвалифицированный, трудоспособный. Мы очень много сделали для того, чтобы развивать у себя нефтегазовую отрасль. Но, однако, результат получился, значит, не очень хороший. Но дело в том, что в то время, 2000 год, 2001 год, политическая ситуация в республике была иной. Некоторые оппортунисты, некоторые, как говорится, противники всего нового у нас, так, они как бы объединились и настроились на то, чтобы препятствовать развитию нефтяной отрасли у нас, у себя. Так, они попали под агитацию централизма центральной власти, так, и они попали в западню олигархов, так, в частности, руководство Сургутнефтегаза, часть наших депутатов. И очень печально, что когда состоялся вопрос о государственной поддержке развития Талаканского месторождения на сессию Верховного Совета Республики, мы 2 голосами проиграли. 2 голосами. Это очень, конечно, печально. Но дело прошло, ничего не поделаешь. Просто это меня очень сильно иногда это дело мучает. Дело вот в чем. Наша республика очень богата нефтью и газом. Но, однако, раньше это было все собственностью центральной власти. Мы туда редко заглядывали, не вмешивались, они развивались самостоятельно. Так, республика. Это было, значит, до 1990 года.
А в 1994 году Михаил Ильич Николаев, первый президент, издал указ о развитии нефтегазовой отрасли в Республике Саха-Якутия. И он в своем выступлении говорил о том, что, значит, алмазы, Алроса для нас это правое крыло для нашей экономики. Нам нужно вырастить левое крыло, нефтегазовое, которое поднимет нас на высоту развития. Это его слова. Дальше. Тогдашний председатель правительства Василий Михайлович Власов говорил, значит, на заседании наблюдательного совета, он был председателем наблюдательного совета, что в таком состоянии, значит, и в таким методом мы никогда не поднимем нефтегазовую отрасль. У нас сегодня основная деятельность состоит в выпуске ценных бумаг и их обороте. А нам нужно все-таки перестать быть бумажным тигром, и надо заниматься конкретно добычей, переработкой и реализацией нефтепродуктов. Это его слова. Он это говорил в конце 99-го года. А мы осуществляли вот именно вот такую программу. Очень рьяно взялись. И подготовились к конкурсу, очень серьезно. Советовались со многими корифеями нефтяной промышленности, в том числе Конторовичем, который является специалистом номер 1 по нефтяной отрасли. Посоветовались с товарищем Московским, который был директором Института нефти и газа. Но они все говорили, что надо обязательно выиграть. И они говорили, что, значит, Сургутнефтегаз – это очень серьезная фирма. Он обязательно постарается выиграть. Вы вот не жалеете несколько там рублей или долларов. Надо идти наверняка на победу. Так, и предположили, что выигрышная сумма вот этого конкурса должно быть в пределах не менее 500 миллионов долларов. Они обосновали свои расчеты вот так. Через сколько лет, сколько можно добыть с этого месторождения и так далее. Они предполагали, что в 2012 году Талаканское месторождение должно давать не менее 16 миллионов тонн этой нефти. Оно будет стоить огромнейшие суммы. А 500 миллионов долларов конкурсных, значит, цен, это будет где-то чуть больше 1%. Они говорили, что в других странах конкурсные цены доходят до 3-4%. Это у нас только в России. Там формальный конкурс дают своим, понимаешь, подопечным. Вот надо это дело разрушить, идти напрямую на честный конкурс в свою пользу. И они сказали, что правительство вас поддержит в любом случае. И мы слушали совет умных людей. Дальше посоветовались со своими ветеранами. А у нас ветеранов нефтегазовой отрасли полно. Посовещались с ними. Они стояли насмерть прямо, если так можно выразиться. Они сказали так: мы должны получить от этого конкурса бонус, который будет оправдать все наши расходы по открытию Талаканского месторождения. Мы посчитали примерно, сколько суммы были расходованы для открытия этого месторождения. Получилась минимальная сумма 450 миллионов, 500 миллионов долларов. И коллективно мы пришли к выводу, что цена должна быть реальной, высокой,
и обязательно нацелены на победу. Между нами говоря, по секрету я скажу, что работала и подпольная наша информационная служба. И нам через Москву поступило сведения о том, что, значит, выезжать будет на конкурс первый заместитель Сургутнефтегаза Медведев. У него в кармане будет 3 бюллетени. 3. Одна минимальная сумма конкурса, вторая 400, значит, 470 миллионов долларов и третья пустая. Вы там на месте посмотрите, какую сумму написать. Вот умные люди. Но сработала очень нечестная игра. Так. Видимо, Центр поставил, значит, обязательную задачу во что ни стало выиграть. Но выиграть другим путем. Не честной борьбой, а хитростями. И эта хитрость сработала. Они до 3, значит, за 2 дня до конкурса половину заменили конкурсную комиссию. Наших людей оттуда отстранили, в том числе Шипкова, там, Иванова и других наших, очень Алексееву, Минмужество и так далее. Очень надежных людей. Привели со стороны совершенно незнакомых людей, это число комиссии. Дальше что? Дальше, значит, они по условиям конкурса должны были определить победителя в 2, значит, ситуациях. Во-первых, первый этап. Должны были победителя выявить по, значит, документам, по представлениям экспертов. 10 экспертов были назначены для анализа технико-экономических обоснований каждого участника. 7 экспертов выступили в пользу Саханефтегаза. Они сказали, что у них ТЭО очень правильно, нужно и так далее. По условиям конкурса должны были они дать нам победу по итогам первого этапа. Они этого слушать не хотели. Пошли на второй этап. Аукцион. Вот это сыграло. А я очень подозреваю, что, значит, Сургутнефтегаз очень тесно работал с председателем комиссии, который тогда являлся первым заместителем министра природных ресурсов. И в результате вот они, значит, отстали немножко. Там, значит, сумму другую назвали, мы были победителями. Но, однако, это была у них все-таки предусмотрено с самого начала. Они работали с нашим Ильтюменом, с депутатами работали. Так, руководство Сургутнефтегаза увезло на своем спецрейсе самолетом, по-моему, сейчас я ошибаюсь, может быть, 7 или 8 народных депутатов туда, у себя. Они там показывали город Сургут, там мероприятия создавали, прием давали. Они приехали, конечно, с другим мнением, эти депутаты. И, видимо, все это сыграло тоже определенную роль. Так, и дальше второй момент. Ясно было, что мы по итогам голосования выиграем на 3 голоса. У меня список есть полный. Почему я так говорю? Потому что мы собирали подписи депутатов, которые были согласны с государственной поддержкой и с постановлением Ильтюмена. Эта бумага у меня есть. Так, с учетом этого мы сделали подсчет, что мы выиграем это, значит, это постановление будет принято, значит, в нашу пользу, значит, с перевесом на 3 депутата. Нет, они пошли, значит, по другому пути. Они вдруг додумались,
что товарищ Поисеева и товарищ Протопопов государственные служащие, что они по правилам, по закону, они не должны быть депутатами Государственного собрания. И срочно собрали сессию, их лишили депутатских полномочий, этих двух наших, которые стояли за нас, за государственную поддержку Талаканского месторождения. И таким образом они нас сумели выиграть таким хитрым, таким, значит, обманным ходом. Они у нас, значит, нас не поддержали в этом вопросе. И следовательно, еще ряд ходов они сделали, в конце концов, значит, назначенный конкурс, второй конкурс опять отменили, и без никакого конкурса постановлением арбитражного суда, который был, значит, до этого, значит, за несколько дней до этого Борисов Николай Федорович, очень честный человек, был освобожден, значит, по возрасту от председателя арбитражного суда. Срочно пригласили на эту должность товарища Федорова, который работал председателем Верховного суда Мирнинского района, и он вынес исключительно непрофессиональное решение. Без конкурса выдать лицензию Сургутнефтегазу, занявшего второе место в первом конкурсе. Таким образом, мы лишились этого конкурса в результате всяких разных манипуляций, обмана. Вот это, поэтому я говорю, в любом случае надо быть нашим, значит, гражданам, значит, в защиту интересов нашей республики. Объединиться надо. Единым фронтом надо выступать. Так, поэтому сейчас вот даже вот во время выборов видно сброс мнений народа, всякие разные политические силы и так далее. Это в ущерб интересам республики. В нужный момент, трудное время, надо обязательно объединиться под единую линию. Вот поэтому этого не случилось, поэтому мы проиграли Талакан. Все у меня. Климент Егорович, но вот ваш вклад в развитие промышленности, в развитие государственности мы, ну, в определенной мере крупными мазками обсудили. Но у вас есть не менее большой вклад в развитие аграрного сектора экономики. И это видится в том, что вы в 1986 году были назначены министром сельского хозяйства. 2 года вы проработали. Потом вы возглавляли агропромышленный комплекс «Север», это новообразование, да, с учетом всех, будем говорить, рыночных требований, рыночных условий. Далее вы были председателем постоянного комитета по аграрной политике Государственного собрания УТУМЭН. Вот в части развития сельского хозяйства и вот вашей роли в развитии сельского хозяйства, что бы вы могли сказать сегодня? Я, да, действительно работал в отрасли сельского хозяйства. Годы работы в Министерстве сельского хозяйства и в комбинате агрофирме «Север» я очень с удовлетворением вспоминаю. Дальше, значит, а что касается того времени и сегодняшнего дня, это, конечно, сравнить трудно, потому что в то время сельское хозяйство развивалось под патронажем государства. Так, до единой копейки практически мы получали из центрального бюджета. Так, если захотелось построить небольшую избушку для, значит, организации дополнительного корма для скота, мы выезжали, деньги получали в Москве. Вот такая была ситуация. Там роль государства в развитии сельского хозяйства была очень высокой. Там субсидия была. За каждый килограмм, за каждый рубль с данного государства сельхозпродукции мы получали субсидии в размере 5 рублей. В этой ситуации, конечно,
развитие сельского хозяйства шла достаточно хорошим темпом. А новое время, да, вот, государство-то ушло от сельского хозяйства. Земля, все остальное принадлежит народу, частным лицам. И они, конечно, получили возможность самовыражаться, так. Очень такие есть люди с хорошим стержнем, там, трудяга, работяга, хорошо думающие, они неплохо живут. Они все такие же мы. Есть люди с здоровьем, значит, не особенно крепкие, так. Есть люди где многодетные семьи. Поэтому, конечно, нужна поддержка государства. Но она недостаточная. Сегодня мы даем где-то 7% от бюджета для развития сельского хозяйства. Так. А в 90-х годах даже при таком бюджете, понимаете ли, при таком бюджете, маленьком таком, хилом бюджете, мы давали 10% на развитие сельского хозяйства. Хотя оно не такое большое, но тем не менее вот так. А вот если посмотреть опыт других республик, если посмотреть опыт других государств, они очень серьезное внимание отдают развитию сельского хозяйства. Так, допустим, в Европе дают около 2% ВВП направляют на поддержку сельского хозяйства. У некоторых доходит эта цифра до 5%. Так? А у нас даже 1% нет в Российской Федерации. ВВП мы направляем на развитие сельского хозяйства. Так? И это очень мало. Надо как-то эту ситуацию изменить. Я думаю, что Владимир Владимирович, руководство Российской Федерации найдут возможность. По подсчетам специалистов, учитывая наши климатические условия, так, трудность климатических условий, мы можем развивать сельское хозяйство, поднять уровень жизни крестьян, селян, если мы туда направим где-то 13-15% бюджета. Это специалисты говорят. Хорошие специалисты, экономисты. Я тоже разделяю их мнение. Наверное, было бы очень хорошо, если все это было бы именно так. Вот так. Климент Егорович, ну вот через буквально некоторое время, ну будем говорить, 1,5 месяца осталось до вашего 85-летия, но вы для своего возраста выглядите очень гармонично, вы выглядите эффектно, не зря, наверное, вас всегда величали таким импозантным, красивым руководителем. Вот годы работы, вы родились в селе Эльгай Сунтарского улуса, ну и с молодых лет работали учителем, воспитателем, потом вы работали на комсомольской деятельностью занимались, в том числе не только в Сунтаре, но и в Орджоникидском райкоме комсомола. Вот. Вы были секретарем Абыйского райкома партии, значит, Верхневилюйского, Алекминского, были председателем Сунтарского райисполкома. Вот если вот сделать такой некий малый экскурс ваших молодых лет, чем вы гордитесь и что бы вы хотели отметить в тот период, что сыграло особую роль в вашем личностном становлении? Старость никого не обходит. Поэтому, конечно, спасибо за хорошие слова, но тем не менее я тоже чувствую влияние времени, не только по внешности, но и там забыл иногда кое-какие моменты, цифры начал забывать. Но без дела не сижу, потому что привык работать.
а привыкший работать, он в любом возрасте найдет применение своей силы, своим способностям. Я так считаю. Что касается работы, да, мне приходилось именно работать в нескольких районах. Так, я этим горжусь, ценю вот этот период своей деятельности. Так, если я внес какой-то вклад в развитие нашей республики, об этом признают мои сородичи, друзья, товарищи, то это хорошо. Это счастье для человека. А что оказало самое такое влияние? Я должен сказать, что я такой же человек, как все остальные советские люди. Прошел все этапы развития. Я был пионером, был комсомольцем, партийным работником, членом партии, партийным работником. Знаете как? В любом человеке, конечно же, школа – это самый важный момент для своего развития. Я ценю годы учебы в Кюндяинской начальной школе, там я закончил. Я ценю годы учебы Эльгейской, в то время 7-летней школы, 7 лет, только 7-летняя была тогда школа. Я очень ценю годы учебы в Вилюйском педагогическом училище, а потом я закончил Хабаровской высшей партийной школы. Вот это очень важный момент для развития человека. Дальше, что я ценю очень? Я ценю годы работы в комсомоле. Комсомол – это кузница кадров, если так серьезно подойти. Я был достаточно активным комсомольцем. На это меня привели мои в то время наставники постарше, которые у меня были. Так, даже я до того, значит, было приятное событие, когда я был избран членом комитета Вилюйской комсомольской организации Вилюйского педучилища. Там обычно членом комитета комсомола избирали активных людей. Ну, а потом, после, значит, работал я секретарем райкома комсомола. Все это очень меня воспитывало, закаляло. Ну, а годы партийной работы – это очень серьезное дело, конечно. Уже зрелый человек может работать там со своими планами, со своими способностями. Вот человек должен эту работу осилить. Я вот приходилось мне работать в нескольких районах. Очень думаю, что люди рядом были очень деятельные. Мне коллеги мои помогали мне. Вместе планировали, вместе, значит, постановления всякие разные подготавливали и реализовали вместе. Ну, я человек коллективный. Вот. Я все время, значит, опираюсь на коллектив, все время учитывая мнение коллектива. Я все время старался работать для них. Вот моя судьба такая. Да. Но расскажите о роли Татьяны Николаевны в вашей судьбе. Так, Татьяна Ивановна. Да. Мой тыл, очень прочный тыл, это моя супруга, Татьяна Ивановна. Да, Татьяна Ивановна. Мы, значит, 57-й год скоро будем отмечать совместной жизни. Она очень такая, не только любящая, но очень старательная, очень работящая, работоспособная. Она мой крепкий тыл. Почему? Потому что всегда я находился в основном в работе, там, на выездах и так далее. Поэтому забота о домашнем хозяйстве легла на ее плечи. А потом мы видели, как мы с района в район очень много раз кочевали, осваивали новые, значит, жилые дома.
на двух пальцах мне сосчитать. Там огромная работа, забота ведь, да? Все это на ее плечи. Поэтому я ценю, люблю, не только люблю, ценю, уважаю. Это мой крепкий тыл. И сын у меня был, к сожалению, он рано ушел от нас, это наше горе. Значит, мы на него очень надеялись. Если бы он был бы с нами рядом, он бы, конечно же, нашел бы свое место в этой жизни, нашел бы. Я в этом точно уверен. Наша дочь Люда, семейная, замужем, зять Николай, внуки Саша и Танюша. Это наша надежда, это наша радость, мы на них очень надеемся и радуемся их успехами и так далее. Вот так и живем. Да, здорово. Климент Егорович, конечно, жизнь у вас не состояла из какого-то поля со цветами, вы всегда преодолевали трудности, но при всем этом вы сохранили жизненный оптимизм, и это видно из нашего сегодняшнего разговора, за что я вам очень и очень благодарен. Ну и, конечно, я знаю вас как человека-оптимиста, как человека, который делится своим опытом. И с этой точки зрения вы активный пользователь, значит, различных социальных сетях вас можно увидеть. Вот я вас люблю читать в Фейсбуке. Вот про вашу деятельность в Фейсбуке пару слов можно сказать для молодежи? В Фейсбуке. Для молодежи? Да. Для молодежи, да. Надо было бы. Надо знать свое прошлое. Надо жить сегодняшним днем. Надо стараться, чтобы этот сегодняшний день был насыщенным, полезным для людей и для себя. Так, чтобы сегодняшний день ковал ваше будущее счастье. И, значит, зная свое прошлое, занимая свое достойное место в сегодняшнем дне, будьте способны правильно ориентироваться на будущее. Вот я хотел бы сказать именно вот такие слова для нашей молодежи. Да, я вот являюсь вашим приверженцем, активным читателем в Фейсбуке, поэтому вот ваши посты в Фейсбуке, они всегда носят такой образовательный, воспитательный характер, поэтому я хотел бы вас попросить, чтобы вы продолжали это дело, потому что это очень интересно. Ну и ваша связь с молодежью через социальные сети, она тоже дает хороший эффект. Поэтому я вас также поздравляю с наступающим Днем Государственности Республики, с предстоящим событием, столетием Республики, поскольку вы внесли огромнейший вклад, являясь одним из отцов Второй Республики. Поэтому я желаю вам крепчайшего здоровья, вашей супруге Татьяне Ивановне и вашей большой семье. Ну и думаю, что в вашем лице я хочу передать большой привет всем тем людям, которые строили государственность Республики Саха-Якутия, депутатам Верховного Совета 12-го созыва, народным депутатам Госсобрания Юлтумен, ну и, конечно же, большую признательность нашему первому президенту Михаилу Ефимовичу Николаеву за то, что мы сегодня живем и развиваемся, потому что его дело продолжали Вячеслав Анатольевич Туров, Егор Афанасьевич Борисов, и сегодня продолжает Арсений Сергеевич Николаев. Давайте мы вместе с вами поздравим всех якутян, ну и пожелаем всем нам жизненного оптимизма и успехов. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам. Улахан Махтал, Климент Егорович. Якутия вперед! Спасибо.